То ли варенье, то ли каша, то ли густой кисель. Традиционное лакомство жителей Усть-Коломского района представляют гастрономы из села Руч. Говорят, именно это блюдо пришлось по душе всем, кто его пробовал. Называется лем-яляз. Делается она в русской печи. Берут сушеную черемуху, пропускают через мясорубку, размельчают, добавляют ржаную муку, сахар и томится в печке, в русской печке примерно 4-5 часов. Карелы угощают и вовсе экзотическим для наших мест нуатти-рокко. Вроде бы просто капустный суп, но, во-первых, очень густой, во-вторых, из необычного ингредиента. Нижние листья, серые или черные, их обычно не используют пищу, кормят там скотине, еще кому-то. Обычно используют только кочаны. Но карелы были очень бережливые хозяева. И невозможно было выкинуть столько добра, да, там, и поэтому они научились делать такой суп. Фестиваль Шаньга-фест – один из ярких представителей так называемого гастрономического туризма. Это направление туризма сельского. Такой вид отдыха сейчас набирает популярность, особенно у горожан. Именно их чаще всего манит глубинка. Там атмосфера та, которая есть только в деревне. Этот воздух, который удивительный, не городской, а именно деревенский. И еще, я бы сказал, отношение людей. Есть деревенское отношение людей. Специалисты окрестили эту тягу к деревне эффектом бабушки. Туристы тянутся в те места, где этот самый эффект сумели создать. То есть туда, где к ним возвращаются ощущения покоя, уюта и тепла. Правда, стоит это порой весьма недешево. Цена на туры внутри России часто гораздо выше, чем на отдых в других странах. Поэтому россияне предпочитают не родные просторы, а зарубежный all-inclusive. Нам нужно очень аккуратно работать с ценой. То есть так, чтобы не выходить в минус, естественно, чтобы бизнес был не безубыточным. Но нужно смотреть, нужно придумывать какие-то программы, чтобы было выгодно работать, но при этом, чтобы максимально удобно было для гостя. Потому что, пока, к сожалению, вот сказать, что сельский туризм, он доступен по цене и привлекателен по цене, нельзя. Он привлекателен в принципе сам по себе, но не по цене. Снизить цены на туры, например, в нашей республике с ее огромными расстояниями задача непростая. Впрочем, выход представители сельского турбизнеса нашли. Гостей приглашают не на весь отпуск, а, например, на выходные или на затяжные праздники. Всего пара дней, а эмоций, новых впечатлений и знакомств масса. Очень востребованные являются туры выходного дня, туры на один день. И вот эти продукты мы и предлагаем. Своеобразным сейчас таким магнитом для туристов являются гастрономические туры. И это прекрасно продается и реализовывается. Та тяга к каким-то истокам, к бабушкам, к чистоте, в конце концов, просто к белому снегу, который мы наблюдаем со стороны жителей больших городов. Вот в прошлом году был просто какой-то вал заказов по поводу Нового года и зимы. Я думаю, что мы будем все это развивать. Однако представители сельского туризма отмечают, их направление хотя и развивается, но как-то хаотично. Не хватает закона, который поддержал бы предпринимателей. Скоро, впрочем, ситуация может измениться. Депутаты Госдумы готовят поправки в федеральные законы. Они намерены сделать развитие внутреннего сельского туризма одним из приоритетов аграрной политики государства. Светлана Некрасова, Елена Красильникова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.